Да. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас четверг. Все-таки сегодня четверг, а не вчера, 16 января 2025 года. Очередной выпуск «Аспектов республики» на своем месте в установленное урочное время. Ровно день в день, ровно часы в часы, как говаривал Борис Николаевич Ельцин, находясь в Берлине в 1994 году в ходе вывода российских войск. Тот самый знаменитый визит, когда он дирижировал оркестром, исполнял «Калинку-малинку» и, в общем, вел себя не вполне культурно. И запомнился мировым лидером, ну и, в принципе, журналистскому сообществу, как человек веселый, скажем так, да. Ну, в общем, сейчас не об этом. Сейчас я рад вас приветствовать в нашей очередной встрече, поэтому жду вашего активного участия в нашем разговоре. Для этого чат YouTube-трансляции работает. Также у нас работает трансляция в Telegram-канале «Аспекты Башкортостан». Ну, а также нас смотрят и слушают в записи. Поэтому зрителей во ВКонтакте, в ТикТоке я также рад приветствовать. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Здесь стараются говорить правду, стараются смотреть этой самой правде в глаза и пытаться все-таки находить ответы на сложные вопросы. И это лучше всего получается с вашей помощью, когда вы участвуете в нашем разговоре своими предложениями, отзывами, репликами и так далее. Ну что ж, двигаемся по сегодняшней повестке, и наше движение традиционно начинается с новостей телеграм-канала «Эхо Новости», которые буквально в эту минуту появились для всеобщего доступа. Новости мировой повестки. Хамас освободит 33 израильских заложника. Израиль больше 1000 палестинских заключенных. Подробности первого этапа сделки, которую официально подтвердили в Тель-Авиве, приводит израильская пресса. Сейчас, по оценкам израильских спецслужб, в плену Хамас остается 99 заложников, захваченных 7 октября 2023 года. Среди них есть и погибшие. Нефтебаза в Воронежской области атакована дронами, подтвердил ночью губернатор Гусев. По его словам, вспыхнул пожар, пострадавших нет. Тревога из-за беспилотников была и в Тамбовской области. Жители Котовска сообщили о взрывах, вероятно, из-за работы ПВО. В городе расположен пороховой завод. Командир системы российской ПВО, который по ошибке сбил свой же вертолет Ми-8, получил 2 года и 10 месяцев лишения свободы. Инцидент произошел в декабре 2023 года в аннексированном Крыму. Погибли 3 члена экипажа. Как пишет газета «Коммерсант», военного признали виновным в халатности. Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил спецслужбы России в подготовке серии терактов в пассажирских самолетах по всему миру. Об этом он сказал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает издание «Политика». Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» приводила данные американской разведки о планах спецслужб России установить взрывные устройства на грузовые самолеты, следующие в США. Кандидат на должность госсекретаря США Марк Рубио допустил отмену санкций против России. По его словам, это может сыграть важную роль в переговорах по завершению войны между Россией и Украиной, передает «Нью-Йорк Таймс». Президент США Джо Байден в прощальном обращении к нации призвал изменить Конституцию, чтобы глава Белого дома не мог избежать ответственности за преступления на этом посту. В числе заслуг своей администрации политик отметил, что Украина по-прежнему свободна. В Приморье застрелили тигра, который убил 53-летнего рыбака из села Зимники, сообщили в Охотнадзоре. Как отметили в центре «Амурский тигр», на теле животного обнаружили старые травмы, которые и могли быть причиной его агрессивного поведения. Ранее жители ряда сел региона просили власти спасти их от тигров. Это были новости телеграм-канала «Эхо Новости». Подписывайтесь на него, также на другие аккаунты медиапроекта «Эхо». Ну, а прежде чем перейти уже, собственно, к новостям сегодняшнего дня, я хочу вновь проанонсировать, что «Эхо» вместе с признанным иностранным агентом правозащитным проектом ОВД-Инфо готовят специальный проект, посвященный
годовщине баймакских событий. Проект, безусловно, рассчитан не только на то, чтобы людей информировать, но и на то, чтобы помогать пострадавшим в этой истории. А пострадавшие, как известно, обычные мирные жители, обычные башкортостанские граждане, неравнодушные мужчины в подавляющем большинстве. Фигуранты так называемого баймакского дела, которые практически уже год находятся в неволе, и подавляющему большинству из них, по крайней мере по воле, которая сейчас транслируется властями, скорее всего придется быть в неволе в ближайшие 4-8,5 лет. Они нуждаются в помощи, процессы, хоть и идут уже с лета минувшего года, так или иначе подавляющее большинство обвиняемых, скажем так, еще к суду не перешли, все еще не перешли. Поэтому поддержка им нужна, оплата труда адвокатов нужна. Вот ради всего этого будет соответствующий проект. Вот, соответственно, вижу ваши первые сообщения. Желаю, значит, доброго утра, хорошего дня, земляки. Всем мира и добра, пишет Клара. Фандида пишет доброе утро, Стобавовна. Рустам Экбердин, салям, Башкортостан. Спасибо, друзья. Продолжайте в том же духе. Ну, а мы, соответственно, перейдем к нашим башкортостанским новостям. Польские трамваи, те самые бэушные московские, они же польские трамваи, которые в Уфе уже работают, хотят вывести на новый маршрут, сообщает издание Уфа-1. О поставках новых трамваев стало известно еще весной 2024 года, но тогда это официально не подтверждалось, напоминает нам издание. Значит, рабочие трамваи безвозмездно в итоге отдали Уфе, полноценно в работу их запустили 1 октября минувшего года. На текущий момент, согласно базе данных сайта Трансфото, столица республики получила 22 таких вагона. Ничего себе! Некоторые из них ездят только по маршруту номер 5 Гасцирк, улица Пушкина, через улицы Зорге, Мингажева, Революционную и Аксакова. Так вот, накануне последний поставленный трамвай был замечен в районе железнодорожного вокзала, пишет издание. Как сообщили корреспонденту Уфа-1 эксперты из сообщества «Уфимский транспорт», новые вагоны как раз-таки готовят к выходу на этот самый маршрут. Маршрут номер 10, который соединяет Госцирк и железнодорожный вокзал. Ну, как говорится, мелочь, а приятно. Можно бесконечно говорить о том, насколько бездарен уфимский транспорт с точки зрения организации, работы, реальной провозной способности, в общем, подавляющему большинству факторов. И тест определенный как-то проводили коллеги по поводу использования трамвая на ЖД-вокзале, где интервал его, значит, хождения, по-моему, час, что ли, или в лучшем случае 30 минут. А когда такой интервал, пассажиры, мягко говоря, отказываются его ждать и прибегают к другим вариантам передвижения. В лучшем случае это будут маршрутки, ну а в худшем это будут личные автомобили или такси. Соответственно, в итоге этот трамвай, который приходит очень редко, уходит оттуда пустым. Ну, вывод какой? Лучше бы вообще не ходил. То есть транспорт, который реально людей не возит, это мыльный пузырь, который высасывает бюджетные деньги, который при этом, я не знаю, загрязняет экологию, портит инфраструктуру, шумит, в конце концов, если мы говорим про трамвай. Поэтому посмотрим. Если, выводя новые, в кавычках, новые трамваи на этот маршрут, они хотят сократить интервал движения, тогда, конечно же, эта история похвальная. Ну ладно, не будем пух и прах критиковать любые поползновения и попытки сделать жизнь лучше у наших чиновников. И будем надеяться, что они, принимая те или иные решения, действительно хотят сделать жизнь лучше, а не просто производят имитацию бурной деятельности. Вот. И вновь проанонсирую, что у нас вот-вот должен состояться очередной эфир аспектов городской среды с Олегом Арефьевым. Предварительно мы уже обсудили темы и дату, может быть, даже вот буквально сегодня. Короче говоря, следите за анонсами, здесь мы на эти вопросы и ответы получим.
Ну а на другие вопросы давайте пытаться искать ответы прямо сейчас. Вот новость. Мэрия Уфы включила в планировку города Уфы, соответственно, некую аллею возвращения домой. Опубликовано постановление об изменении проекта межевания территории, ограниченной улицами Комсомольской, Малой Тихорецкой и Вишерской. Вот кроме Комсомольской, к большому сожалению, вот эти малые улицы мне ни о чем не говорят. Изменения касаются земельного участка вдоль Комсомольской улицы напротив нынешнего дома номер 100. Ну, в общем, примерно представляю, где это находится. И вот эти указанные Вишерские, Тихорецкие улицы – это малые, вроде переулков, да, мы их считали, когда рядом там находились или как-то передвигались. Я про себя, конечно, говорю. Так вот, по сравнению с прошлой версией документа, в проекте межевания появился участок площадью 5,8 тысяч квадратных метров под благоустройство и озеленение. Ранее он предназначался для расширения проезжей части Комсомольской улицы, размещения инженерных сетей и элементов благоустройства. Смотрите-ка, опять же, здесь мы наблюдаем признаки здравого смысла. Вместо того, чтобы закатывать всю свободную территорию в асфальтовый плац, они принимают решение сделать озеленение. И это само по себе, как отдельный элемент городского планирования, можно похвалить, поскольку соответствует современным тенденциям. Но опять же, я напомню, что отдельные вот эти вот шаги по сужению или не расширению хотя бы проезжих частей недостаточны для того, чтобы говорить о том, что город превращается в современное пространство. Это должно делаться в комплексе вместе с сокращением движения личного автотранспорта. А для этого нужен хороший общественный транспорт и правильные ограничения в эксплуатации личного транспорта. Значит, сейчас на этом участке расположена аллея возвращения домой, высаженная в 2022 году при участии главы Ратмира Мавлиева. Как сообщал ранее «Коммерсант», осенью прошлого года часть деревьев аллеи выкопали для строительства офисного здания. После недовольства жителей и вмешательства правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. Аллею восстановили, а границы строительства перенесли. Я думаю, что название этой аллеи вам прекрасно, в общем, понятно и расшифровывать не нужно, к чему оно приурочено, это самое название. Ну, опять же, кто-то скажет, ну что же, Руслан, осуждаешь даже это? Здесь же хороший смысл задан в идею наименования. Соглашусь. То есть возвращение домой в том или ином виде, в любом виде, пожалуй, это хорошо и правильно. И даже если в данном случае это касается участников так называемой СВО, то тоже надо сказать, это хорошо. Было бы замечательно, если бы все вернулись домой буквально сейчас, побросав все то, что они там делают и чем занимаются. И буквально побросав оружие на землю, как говорится. Представьте себе на секунду, да, какое чудо было бы, если бы резко, даже не большинство, а хотя бы половина из тех, кто там присутствует, встали и ушли. Никто ничего сделать им бы не мог, в конце концов. Осталось бы развести руками и признать, скажем так, бесполезность этого мероприятия. Страна такое переживала, кстати говоря, чуть более чем 100 лет назад. И именно так завершалось участие в Первой мировой войне Российской империи, я напомню. Причем с момента ура-патриотического подъема, всеобщего ликования прошло совсем немного времени. Летом 2014 года страна, можно сказать, салютовала. Страна стояла на ушах, движуха та самая была. А к 2017 году, даже чуть раньше, военнослужащие, в общем-то, уже не хотели и не понимали, самое главное, что они там делают, ради чего воюют. Прекрасный опыт. Так, дальше идем. Тема СВО у нас тут продолжается некрологом, посвященным главному редактору бирской газеты «Победа». Обратите внимание, значит, главный редактор, скажем так, в современной иерархии не последний человек в районе, как принято говорить на селе. В данном случае не на селе, конечно, но все-таки в районе. Звали его Венер Зиганшин. Ему был 61 год. В октябре только лишь 24 года, то есть недавно, он подписал контракт с Министерством обороны добровольцем.
утверждается здесь. Но опять же, в 2024 году у нас добровольцами идут, по сути, все. При этом он попал в штурмовую бригаду, как сообщает «Коммерсант». И вот он погиб. Я не мог не остановиться на этой новости, просто потому что, во-первых, своего рода коллега, да, журналист как-никак. Хотя, конечно, тут вы скажете, что журналистами сотрудников госизданий, тем более районных газет, назвать нельзя. И формально это будет верно, но так или иначе человек занимался освещением новостей. И вот, не имея никаких данных, я пытаюсь ответить на вопрос, а что заставило его туда отправиться? Неужели в этом возрасте он искренне, опять же, решил поддержать армию, да, в этих делах, для того, чтобы приблизить победу, как мне тут кое-кто написал на мой риторический вопрос. Может быть, может, нельзя этого исключать, всякое бывает. И тут, как говорится, взятки гладкие, комментировать это бесполезно. Деньги человеку потребовались. Так он и так главный редактор. Не сказать, что там большие зарплаты, нет, точно не скажу, потому что я знаю, какие зарплаты. Но, боже мой, в общем-то, на пенсию вот пора. Или, может быть, все-таки совсем другие причины были. Например, спустилась разнарядка с требованием срочно отправить кого-то из коллектива. Разумеется, в коллективе люди помоложе, или, скорее всего, они там помоложе. И для того, чтобы не подставлять никого из своих подопечных, он взял на себя это бремя, эту ношу и отправился туда. Может быть такая версия? Может. Конечно, это единственная версия, которая греет душу, скажем так, и которая может разумно объяснить и адекватно объяснить решение, принятое этим мужчиной. Так или иначе, трагедия всего происходящего налицо в этом отдельно взятом случае. Трагичность этой истории, трагичность, преступность, безысходность, мрак, соответственно, этой истории. Он пробирается, да, скажем так, наружу, даже если кому-то это не очевидно, даже если кто-то об этом не хочет думать, не хочет слышать, а так сейчас поступают наше подавляющее большинство земляков. Когда такие вещи наблюдаешь, понимаешь, что это что-то неразумное, это что-то иррациональное, знаете ли, какое-то такое из зазеркалья, чего в нормальной жизни, в нормальных условиях быть не должно было, в принципе, ни при каких условиях и ни при каких обстоятельствах. В общем, так или иначе, соболезнования выражаю, хотя кто-то скажет, что это неправильно. Нет, давайте так, все-таки соболезнования в отношении любого человека есть смысл выражать. Тем более, если речь идет о том, что он, конкретно этот человек или любой другой в его ситуации, скажем, мягко ошибался. Тем временем к уральским СМИ, дорогие друзья, хотят представить батюшек. Это формулировка портала УФА-1. В республике считают, в Башкортостане, что и имама надо прикрепить. Значит, смотрите, о чем речь. Это опять же в продолжении темы зазеркалья и превращения реальности в нечто сюрреалистическое, да? В нечто невообразимое и скорее сказочное. Так вот, на фоне того, как в России обсуждают предложение епархии Екатеринбурга прикомандировать к каждому СМИ священника, о чем передает издание Е1, УФА-1 спросила у имама и попа о том, собираются ли организовать такое в Башкирии. Ох, и терминологию вы выбираете, да? На наш вопрос ответили управляющий делами местной епархии Дмитрий Кондрашов, а также верховный муфтий республики Айнур Бергалин, ни много ни мало. В Уфимской епархии РПЦ сказали, что в республике планов представить каждой редакции священников не было. Это даже не обсуждалось. По мнению Кондрашова, диалог между СМИ и церковью и так хорошо налажен. Удивительно адекватностью в данном случае Кондрашов демонстрирует нам ее, да? Инициатива, конечно, хорошая, но насколько она у нас применима?
У нас же есть еще и мусульмане. Думаю, и имама надо прикрепить. У нас между православием и исламом дружественные и гармоничные взаимоотношения. Всегда друг к другу обращаемся словом «брат». Это мусульмане имеются в виду, тоже мудрые люди, которые могут подсказать. Основные вопросы, о которых мы можем говорить, это нравственность, семейные ценности, воспитание. Здесь у нас совершенно одинаковые позиции. Ну, в общем, много таких дежурных слов сказано со стороны представителя Русской Православной Церкви. А что сказал Айнур Бергалин? Это прекрасно. Мнение положительное, поскольку в СМИ начало проникать много эзотерики, язычества, астрологии и прочего. Обратите внимание, вот в этом предложении абсолютно здравый смысл. Прям-таки даже не сквозит, а, в общем-то, блещет. Действительно, коллеги из СМИ, я не знаю, вот это ко многим относится, давайте пальцем сейчас показывать не буду. Зачем вы продолжаете оболванивание народа, по сути дела, подыгрывая государству и его пропаганде? Вот эти все таро, вот эти вот гороскопы, зачем вы их публикуете? Причем на серьезных щах это делают некоторые. Они пишут: завтра в Уфе будет вот так-то, потому что, значит, у нас как там, ретроградный Меркурий, ну и далее по списку. Зачем? Значит, дальше что говорит Бергалин? Со священниками правильное понимание религии выросло бы. Подобные практики есть. После чеченских кампаний в Чечне в каждой организации закрепляли имама, и только после этого получилось выиграть в идеологическом плане террористические организации. Поэтому такой метод иногда нужен и очень эффективен, делился Бергалин. Также он обратил бы внимание на вопросы воспитания, нравственности, отношения к происходящему, так как они требуют подсказок таких образованных и духовных людей, как священнослужители и имамы. В общем, готов Бергалин заняться нравственным воспитанием вас, дорогие друзья, будучи представленным каждому изданию. Разумеется, нас, аспекты я имею в виду, изданием они не считают, и к нам никто даже пытаться не будет подходить, но мне очень любопытно представить, как бы выглядела ситуация, если до дела дойдет, если бы, например, до сих пор существовала редакция радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Мы все-таки были общепризнанным СМИ, к нам ходили, с нами общались и, в общем, ставили в один ряд, а то и выше, чем многие другие издания. И вот каким образом они попытались бы к нам представить священнослужителей для того, чтобы на полном серьезе эти люди вмешивались в нашу редакционную политику? Разумеется, этого представить никак невозможно, но сейчас времена другие, поэтому все те, кто называют себя СМИ, конечно же, на сегодня наверняка даже при всем скептическом отношении сотрудников ничего возразить не смогут, если такое решение будет принято властью. Очень любопытно. Так, комментарии появились в чате. Посмотрим, что вы пишете. В любых ситуациях нужно оставаться человеком, Зуля пишет. Я полностью с этим согласен. По поводу Чечни Рамиль Нуриев совершенно справедливо тоже упоминает по поводу так называемой победы в Чечне. Конечно же, ситуация совершенно иная, если копать глубже и пытаться в ней разобраться. Тех, кого называли террористическими организациями, были совершенно иными структурами на самом деле. Были неравнодушными гражданами, которые боролись за собственный суверенитет, как минимум. То, что там присутствовали некие наемники и прочее, это отдельные, скажем так, разговоры. Давайте не будем сейчас в это уходить. Эта тема, в общем, очень сложная и отдельная. А пока мы дальше идем. Кстати, прежде чем дальше идти, тут я вижу голосование. УФА-1 сделали голосовалку, и 79% выбрали вариант, что имамы и священники, в общем-то, не особо нужны для средств массовой информации. А 21% говорят: давно пора, хоть кто-то на вас повлияет. То есть реально считают, что людей нужно наставлять на путь истинный. То есть 21% издания, 21% читателей довольно-таки свободного в подаче информации издания говорят, что каждому нужен надзиратель, контролер.
И эти люди, по большому счету, оправдывают все то, что сейчас происходит, так или иначе. То есть они против свободы слова, если копать глубже, если смотреть в суть этого ответа. Они за то, чтобы все и вся контролировалось. Если говорить в общем, 21% это не так уж и много, но вот для такого, знаете ли, печатного издания, относительно свободного, это довольно много. И это тоже наводит на печальные мысли о том, какова реальная структура, конечно, нашего общества. Кстати, опять же, пользуясь случаем, проанонсирую в очередной раз интервью с Екатериной Шульман, политологом, которая вот-вот появится у нас на канале. Там об этом вопросе мы отдельно и много говорили. О том, какова может быть реальная социология, что реально думают люди, как они об этом говорят или не говорят, и почему не говорят, как ситуация может развернуться в ту или иную сторону. В общем, ждите. Как только организационные нюансы будут утрясены, интервью появится. А пока оно, кстати, публикуется короткими фрагментами в виде рилсов, шортсов, вот этих вот минутных фрагментов. По-моему, уже 2 как минимум на канале опубликованы. Для того, чтобы постепенно, скажем так, погрузиться и войти во вкус. Ну а сейчас подошло время к, наверное, ключевому материалу сегодняшнего выпуска, который посвящен, безусловно, Баймаку. Первой годовщине начала разворачивания, скажем, баймакских событий. Вчера было 15 число, мы вспоминали первый сбор башкортостанцев о здании Баймакского суда. Ну а завтра, 17 числа, будет годовщина уже главных ключевых событий, да, которые вошли в острую фазу. Так вот, 24 год ознаменовался ростом так называемого деколониального активизма представителей народов России. Члены движений за независимость народов и регионов принимали участие в запрещенных, кстати говоря, в России, признанных террористическими, различных форумах. Эти форумы проходили в США, в Литве, в Австрии. Значит, полноценно заработал вот этот вот так называемый форум «Свободной России». Он также у нас в списке террористических. Значит, съезд народных депутатов, еще одного террориста и экстремиста, бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. Все это дело так или иначе о себе напоминало, и обсуждались там в том числе вопросы, связанные с Баймаком, с баймакскими событиями, с Фаилем Алсыновым. Значит, уголовное дело, которое было возбуждено в отношении Фаиля Алсынова, возникло после обращения в правоохранительные органы лично главы Башкортостана Радия Хабирова. Если вдруг кто не помнит, напомню, как говорится, да. Тот просил привлечь Алсынова к уголовной и административной ответственности по обвинению в разжигании межнациональной розни. Значит, 17 уже января судья Элина Тагирова признала Алсынова виновным по части 1 статьи 282 о возбуждении ненависти либо вражды, то есть не межнациональной розни, а именно ненависти либо вражды. А также приговорила его к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. И отбывает Фаиль Алсынов свое наказание, я напомню, в исправительной колонии номер 29 Перми. Если есть желание написать ему письмо, это легко сделать с помощью сервиса «Зона Телеком». Выбирается Пермь, там из списка колоний выбирается ИК-29, значит, и дальше уже просто вписывается фамилия, имя, отчество и год рождения. 1986, соответственно, год. Все очень просто. Значит, после протеста в Баймаке Следственный комитет возбудил уголовные дела по 2 статьям: организация и участие в массовых беспорядках, а также применение насилия в отношении представителя власти. Уже вечером 17 января силовики начали задерживать выявленных ими участников тех протестов. То есть молниеносно реакция произошла. И, кстати, почему, опять же, она была очень быстрой и как же это могло случиться, мы также с Екатериной Михайловной Шульман в нашем интервью обсудили. В течение января-мая 2024 года было задержано в общей сложности около 200 участников баймакских событий. Большинство из них подверглись административным арестам и штрафам, однако около 80 участников протестов получили обвинения по уголовным статьям.
Около 10 обвиняемых по Баймакскому делу, которых следствие определило как организаторов и координаторов протеста, Следственный комитет уже в процессе, скажем так, подготовки материалов связывает, идеологически как минимум, связывает с запрещенной и ликвидированной организацией «Башкорт». Баймакское дело стало одним из крупнейших в истории новой России уголовным делом о так называемых массовых беспорядках. В 1924 году суды признали виновными 9 участников протеста. Их приговорили к реальным срокам. По ходатайству прокуратуры Башкортостана дела рассматривали в судах близлежащих к республике регионов – Удмуртии, Самарской области и Оренбургской области. Ну, в общем, прямо сейчас идут процессы, мы с вами об этом говорили, вчера отдельно говорили, и, соответственно, здесь, наверное, опять же повторяться не будем. Скажем, что имен очень много, мы буквально в процессе освещения этих новостей эти имена узнаем. И каждый раз хотим, во-первых, отправить, послать лучи поддержки самим фигурантам и членам их семей. Во-вторых, очень верим, что так или иначе в их судьбе произойдут, скажем так, позитивные изменения, и скорее рано, нежели поздно эти люди обретут свободу. Вот на этом фоне нельзя не обратить внимание на то, что Александр Бастрыкин, знаменитый, дал интервью российской газете и упомянул события в Башкортостане. Давайте посмотрим и процитируем. «Расследованы факты массовых преступлений в республиках Дагестан и Башкортостан», сказал Бастрыкин. 67 лиц, принявших участие в массовых протестах возле районного суда Республики Башкортостан, предстали перед судом. 67, говорит он. Это что значит? Это значит, что, по его данным, людей меньше в СИЗО находится? Или просто обвинительные заключения утверждены только лишь по 67? Я думаю, что скорее вторая версия в данном случае более правдоподобна. Значит, современные возможности криминалистики, пишет он, позволили детально разобраться в обстоятельствах событий и реализовать принцип неотвратимости наказания. Довольно-таки загадочно рассказывает Бастрыкин. В общем, вот, как мы видим, они искренне считают, что заняты защитой правопорядка, обеспечением, я не знаю, законности и спокойной жизни граждан и страны в целом. Тут, конечно, ничего удивительного нет. Судя по всему, вот эти люди, пожилые из окружения хозяина Кремля, они действительно считают, что делают правильные и нужные вещи. Именно вот эти люди, я не говорю конкретно про Бастрыкина, а примерно, скажем так, такие же люди, друзья юности этого товарища, в основном-то и надоумили его на то, чтобы совершить вот этот вот поступок 24 февраля 2022 года. Во-первых, подведя под этот поступок идеологическую базу, да, то есть ведь нельзя было принять это решение, не будучи уверенными в правоте собственных мотивов. Они действительно искренне полагали, что это будет правильно для всех. Вот эти люди, которые оторвались от реальности, оторвались причем уже давно, они продолжают вершить судьбы, думая, что они вершат на самом деле правосудие. Как мы к этому относимся, я думаю, что расшифровывать не нужно. Мы это прекрасно с вами, друзья, артикулируем вот уже на очень продолжительное время. Ну, не могу не напомнить Пескова, да, политическую ветвь власти, который тогда сказал, что беспорядков массовых не было. Ну, видите, да, им можно самим себе противоречить. Политической, скажем так, ветви и силовой ветви можно очень легко в этом смысле не соответствовать в делах и поступках друг другу, и ничего им за это не будет. Хотя в нормальном цивилизованном обществе хоть кто-то из этой шайки-лейки должен был бы отправиться в отставку за профнепригодность. Наверное, Песков хотя бы. То есть это должно было бы быть разобранным общественными институтами. Прежде всего, должно было бы начать муссироваться в СМИ крупных, федеральных,
Это должно было бы превратиться в скандал, в разбирательство какой-нибудь специальной комиссии парламентской, и в конце концов должно было привести к каким-то кадровым решениям. Но только в теории, да, в нормальных цивилизованных обществах происходит так. У нас, к сожалению, нет. Современные возможности криминалистики, пытки и фальсификация, пишет адвокат Павел Васильев в чате нашей трансляции. И как же с ним не согласиться, когда у нас действительно сплошь и рядом подобного рода вещи? Почему Бастрыкин не комментирует случай гибели Рифата Даутова его подопечными запытанного? Это и есть современные способы криминалистики. Адим Давлеткильдин пострадавший, ладно, живой остался. Это все произошло в ходе так называемых следственных действий с помощью так называемых современных способов криминалистики. Разве не так? «17 января в сельском клубе Белорецкого района ночевал СОБР. Утром 18-го он уехал на свои подлые делишки», пишет нам Стобавовна. Так, М спрашивает, где интервью Шульмана. Оно еще не опубликовано. Оно, точнее, не открыто. Да, мы ждем кое-каких деталей. Как только они будут разрешены, оно появится. Пока только шорцы. Именно так. В общем, дальше Бастрыкин, кстати говоря, упомянул, что они с коррупцией борются успешно. И при этом привел пример дела Алана Марзаева. В центральном аппарате расследуется уголовное дело в отношении зампремьер-министра правительства Башкортостана Алана Марзаева, который обвиняется в получении взятки в размере 37 миллионов рублей за содействие в заключении контракта в сфере дорожного хозяйства. Ну вот видите, на полном серьезе вот эти вот мелочи они называют борьбой с коррупцией. Еще раз, я просто напомню, что реальная коррупция, которая давно и хорошо расследована покойным политиком Алексеем Навальным, она выглядит иначе. Она представляет из себя совершенно другие масштабы и суммы. Речь, как правило, идет про миллиарды. Я напомню, что в 1 миллиарде 1000 миллионов на всякий случай, а тут 37. Не то чтобы воровать хорошо, но очень уж все это выглядит по-детски и смешно. Давайте вещи своими именами называть. Можно по-разному относиться к чиновникам из команды Хабирова, лично к Марзаеву, то, как он себя вел. Но я уже говорил о том, что он в этом смысле выглядел живее других, искреннее, откровеннее других, неравнодушнее других. Вот. Он, казалось, искренне переживает за те дела, которыми занимается, и там, где он не понимает, он говорил: я, не понимаю, мне разобраться надо. Но, в общем, он выглядел совершенно не так, как мы привыкли к тому, чтобы выглядели чиновники башкирского Белого дома. И вот он попал под раздачу за эти самые 37 миллионов рублей. При том, что вспомним, сколько на дворец в Геленджике, да, было потрачено и по разным схемам отписано в разные стороны, скажем так. А сколько стоят яхты этих самых товарищей, имеющих отношение к кооперативу «Озеро»? Яхта «Шахерезада», которая была создана, выстроена, скажем так, лично для всем известного товарища и сейчас находящаяся под арестом в какой-то из стран Евросоюза. Там речь про тоже миллионы, но только не рублей, а долларов или евро. Причем суммы, как правило, превышают 100. То есть эти суммы реально в 1000 раз буквально больше, чем вменяемые Марзаеву обвинения. Вот где реальная коррупция. И вот вы покажите, если уж хотите с ней бороться, как вы с ней боретесь, а не вот этих вот несчастных чиновников на местах сажаете. При этом, конечно же, речь идет, знаете, о борьбе с отдельно взятыми взятками, если уж эти взятки имели место быть, но никак не с коррупцией, как с явлением. Вот. Идеологически совсем разные вещи. Именно так. Совершенно верно. То есть в основе формально и там, и тут коррупция, но фактически это совершенно разные вещи. Нужно это понимать всем тем, кто думает: надо же, у нас с коррупцией начали бороться. Нет, с коррупцией бороться никто и не начинал, потому что коррупция – это основа мироздания нынешнего политического режима в стране. Тем временем
вот эти вот борцы с разными явлениями отчитались, что задержали нелегального золотодобытчика, пишут пруфы. Более того, занимались этим никто иные, а аж ФСБ, представьте себе. Смотрите, что они пишут. В Учелинском районе республики сотрудники управления ФСБ задержали жителя Челябинской области. Мужчина с использованием тяжелой техники занимался добычей драгоценного металла на территории района и прилегающих территориях Челябинской области. По месту жительства мужчины в Челябинской области обнаружено более 1,5 килограмм самородного золота, стоимость которого оценивается более чем в 14 миллионов рублей. Верхняя Миасская золотоносная зона, пожалуй, одна из самых проблемных точек на карте республики, пишут пруфы. О теме незаконной добычи золота там издание наше пишет уже много лет. Например, среди черных старателей распространена не только незаконная разработка карьеров в отдаленных местах. Сейчас они активно используют следующую схему. На предполагаемое месторождение заезжает грузовой автомобиль и мини-экскаватор. В считанные минуты грунт загружается в кузов, а грузовик уезжает в соседнюю область на безопасную точку, где осуществляется промывка золотосодержащей породы. Окей, в смысле ничего хорошего в варварском освоении природных ресурсов нет, но мне просто интересно. Человек, вот, которого задержали, занимался этим в промышленных масштабах. У него там больше килограмма, да, уже золото намыто. И этого никто не замечал. Полицейские, какие-то другие там надзорные структуры, прокуроры, ФСБ, ни много ни мало, задержали его с поличным там, или не с поличным, я уж точно не знаю. То есть, вообще как это происходит? Почему обычные правоохранители не замечают таких вещей? Вообще ФСБ специализируется на каких-то, должно специализироваться в специальных, знаете ли, тайных операциях. То есть должно обнаруживать иголку в стоге сена, в конце концов. А тут, я не знаю, слона в посудной лавке не замечали. Вот вопрос. И, соответственно, с учетом уровня полнейшего недоверия к подобного рода пресс-релизам возникает сомнение в правдивости этой информации. А был ли человек вообще? А если он был ли он реально золотодобытчиком? В общем, и так далее, и так далее. Но интересно, если это правда, то прям любопытно, каким образом такое возможно. Тем временем вспомнили мы по некий медиапроект «Правда ПФО». И тут буквально сразу любопытный материал со следующим заголовком. Протестный потенциал башкирского Зауралья ликвидируют строительством туробъектов. Я бы не был столь уверен в заголовке, что уже ликвидируют. Но, видимо, хотят ликвидировать, да? Переначем все-таки на нормальную журналистскую формулировку. Значит, смотрите. Спустя 1,5 года после открытия в Бурзянском районе Башкортостана современного мультимедийного комплекса «Шульганташ», который некоторые посетители включают в 10 лучших музеев России, вблизи него не построено ни одного гостиничного номера. Хотя поток туристов здесь летом превышает 1500 человек в день. Операторы сотовой связи вроде обеспечили район мобильным интернетом, а «Газпром» вложил более миллиарда рублей в газификацию местности. Катастрофическую, по словам руководства музея, ситуацию обсуждали на круглом столе под председательством Айбулата Хажина, бывшего министра образования, ныне главы Комитета Госсобрания Республики по науке и образованию. Знаете, я буквально за пару недель до отъезда, еще не знаю, что этот отъезд состоится, побывал в этом музее Шульганташ, и переночевали мы в деревянных домиках. Они, конечно, не гостиницы в чистом виде, но вполне себе цивилизованные места для ночевки, надо сказать. Вот. Наверное, действительно не хватает полноценных гостиниц. Тут я спорить не буду, безусловно. Но хочу сказать, что хоть что-то для того, чтобы провести ночь в такой отдаленной точке, там хоть что-то есть. Значит, формальным поводом для этого круглого стола явилось грядущее расширение госреестра национального наследия Башкортостана. Представляете, куда будут включены множество имеющих туристический потенциал локаций. А еще на 17 января намечено, оказывается, заседание возглавляемого Хажиным комитета, которое пройдет как раз, собственно, в Шульганташе.
В преддверии модератор круглого стола предложил высказаться главе Бурзянского района Рамилю Абдуллину. Тот выразил уверенность, что туризм в муниципалитете развивается. Недавно вот появилась тюбинговая трасса, например. Значит, много тут букв, но основная идея в том, что в Зауралье, в частности в Баймакском районе, где есть природные достопримечательности, с гостиницами вообще полный швах. И вот они, говорят, что надо эту тему развивать. Может быть, благодаря этому довольных жизнью жителей Зауралья резко станет больше, и они перестанут держать фигу, глядя представителей власти. Оказывается, даже по официальным данным, на минувших так называемых выборах в Зауралье за Хабирова официально, по крайней мере, проголосовали 60%, никакие не 80%, как по всему Башкортостану. То есть представьте себе, а каковы там реальные цифры. Сколько же на самом деле проголосовали за Хабирова. С учетом того, что по моим таким очень приблизительным подсчетам и наблюдениям набросали за него около 40%, то, значит, реально он набрал 20 примерно в Зауралье. Это, конечно же, эмпирическим путем сделанные выводы. Нельзя констатировать, что это точные цифры. Нет, у нас нет никаких данных на этот счет. Но выводы делайте сами, как говорится. Так. Тем временем Башинформ хвалится тем, что в республике отреставрируют музей Салавата Юлаева, ни много ни мало. При этом почему-то село Малаяс Салаватского района, а это целый райцентр, называют они деревней. И вот каждый раз диву даешься профессиональному уровню так называемых журналистов. Вы, ребят, хоть на карту посмотрите, хоть в Википедии прочитайте, чем является Малаяс. Значит, что тут пишут? Со ссылкой на вице-премьера Урала Кельсенбаева. Ради Хабиров лично курирует вопросы, связанные с сохранением памяти о нашем герое. Сегодня музей включили в федеральную программу реставрации. Впоследствии он получит финансирование. 3-летний проект мы планируем начать уже в этом году. Совместно с министром культуры Аминой Шафиковой и историками активно работаем над концепцией обновленного музея. Мы стремимся сделать его не просто местом памяти, но и источником вдохновения для новых поколений, которые смогут почувствовать дух времени, прикоснуться к истории и гордиться своим наследием. Хорошие слова сказаны, знаете ли. И, в принципе, на фоне опасений некоторых активистов, что память о Салавате Юлаеве хотят стереть, вот эти вещи вроде как демонстрируют обратное. Но я бы, конечно же, не успокаивался, потому что, еще раз, надо понимать, есть разные центры принятия решений. Если гражданские центры, наверное, ничего особо против Салавата Юлаева не имеют, то в силовых ведомствах мы знаем, что происходит, как минимум, в отношении Заки Валиди. Вот. И нет никаких оснований предполагать, что такая же логика не будет включена в отношении памяти Салавата Юлаева. Заки Валиди они называют еще пока не официально, а в ответах, когда у них спрашивают, сепаратистам и другими, значит, нехорошими вещами. То есть есть позиция память Заки Валиди вымороть из памяти народной. Я думаю, сейчас повторять нет смысла, сколько его, значит, объектов, связанных с его увековечиванием памяти, исчезли. Их и так-то было не очень много, но вот они постепенно исчезают. Совсем недавно мы были свидетелем того, как изображение Валиди исчезло из одного из окон по улице Коммунистической в Уфе. При том, что это было частной инициативой, насколько я понимаю, и не имело никакого отношения к госполитике. Вот. Посмотрим, как говорится, посмотрим. Но я думаю, что никакие телодвижения, скажем так, и поползновения в сторону Салавата Юлаева силами властей реального эффекта не возымеют, и народная память в этом смысле никуда не денется. Тем временем в Уфе давайте немножечко о добром, что ли, да, о чем-то хорошем. Хотя, опять же, любое хорошее в наше время так или иначе перекликается со злом.
потому что в основе трагедии в Черноморской акватории, связанной с разливом мазута, в основе этой трагедии что находится? Конечно же, так называемое СВО. Так вот, после того, что произошло, и вот уже довольно давно это произошло, а последствия все идут и идут, в Уфе формируют штаб волонтеров для помощи в этой самой экологической катастрофе. В Госкомитете Республики по молодежной политике сообщили о формировании волонтерского штаба для помощи в ликвидации последствий разлива мазута в Анапе и других прибрежных территориях. По словам руководителя комитета Вито Сабирова, или Вито, республика не может оставаться в стороне и готова направить людей для поддержки. Как рассказал телеканалу ЮТВ начальник отдела волонтерского движения Марат Рафиков, за неполные сутки с момента объявления в группу добровольцев записались уже 16 человек. Всем им будет гарантировано бесплатное проживание и питание. Для тех, кто желает помочь волонтерам, которые уже работают на побережье, в отделе предложили заказать на маркетплейсах необходимые товары: строительные мешки, лопаты, сапоги, дождевики, респираторы и другие вещи. О подробностях расскажут желающим в штабе. Ну вот, если что-то хорошее кому-то хочется делать, хоть какая-то польза, я не знаю, для грядущих поколений. Если мы, опять же, можем говорить о том, что грядущие поколения, в принципе, будут. Вы помните, да, мою позицию на этот счет? У меня нет совершенно уверенности в том, что мы, как вид, из-за нынешних событий переживем ближайшие годы, в принципе. Так, давайте-ка я посмотрю, что вы пишете. В 2007 году была в Шульганташе, тогда еще строили деревянные дома. Количество 5-6 штук. Получается, с тех пор ничего не построили. Слушайте, ну да, вот эти деревянные дома, они такие вот кубообразные, но симпатичные. Мне они показались новее. Вот, они, кстати, недалеко от входа, собственно, в пещеру, на территории заповедной, скажем. Вот. А музей современный, вот этот вот интерактивный, он за воротами. И, скорее всего, речь идет о строительстве вот этих полноценных гостиниц возле музея, где парковка. Наверное, ничего этого, конечно, в 2007 году не было. Вот. Ну, не знаю, не могу сказать. Домики выглядели очень-очень новыми. Возможно, это там же, где были те, которые вы видели, но обновлены. А может быть, они так сохранились хорошо, не знаю. Значит, хороший музей в Малоязе, и он в хорошем состоянии. Лучше бы потратили деньги на восстановление особняка Деева в селе Знаменка. Пишет да-да-да. Ну что ж, если музей хороший, то это, конечно, радует. Про особняк Деева в селе Знаменка ничего не знаю. Так. Волонтер из Анапы, 16-летний, видимо, парень, отравился и умер, пишет Зуля. Не слышал об этом, но, опять же, есть основания верить этой информации, почему бы и нет. Все может быть. Поэтому, конечно же, меры предосторожности, техника безопасности – это то, что должно соблюдаться и должно по-хорошему контролироваться какими-то ответственными взрослыми людьми. Особенно если речь идет о том, что там работают в том числе и несовершеннолетние подростки, а может быть даже и дети. Ну что ж, друзья, как-то так будем завершать. С новостями на сегодня все. Очередной эфир у нас завтра утром в привычное время. Не забудьте про лайки, не забудьте про комментарии. Как-то, кстати, вчерашний эфир у нас не зашел. Не знаю, может быть, перебои с интернетом были или что. Сильно меньше было зрителей у вчерашней трансляции, хотя в предыдущие дни, позавчера там и так далее, все нормально. Очень странно это все. Вот. Ну, так или иначе, помните, что мы нуждаемся в вашей поддержке, как минимум моральной, а по возможности и материальной. Для этого ссылки в описании трансляции Boosty, Donation Alerts имеются. Спасибо, друзья. До новых встреч. Будьте здоровы и до свидания.